Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Алиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. Гость в нашей студии сегодня – участник специальной военной операции, боец батальона имени Минигали Шаймуратова Зарим Зарифович Курманаев, позывной «Итальянец». Приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, вот вы в батальоне Шаймуратова с 22 года. Расскажите, как так получилось? Мобилизация началась в этот момент, решил пойти поучаствовать. А вы же добровольно заключили контракт? Мобилизация произошла, и решил добровольцем пойти. А по возрасту уже по мобилизации не проходил. У вас был опыт срочной службы, но это было давно. На боевом слаживании тяжело пришлось? Да нет, учителя хорошие были. Но там были инструкторы, именно, получается, которые прошли когда-то боевые действия, да? А во время, получается, срочной службы вы были водителем, а поступили уже на службу в специальной военной операции. Вы были сначала пулеметчиком, а потом и старшим стрелком. Вы быстро осваивали новые специальности? Затруднений не было. А что помогало быстро обучаться, помимо хороших инструкторов? По желанию пошел, может быть, поэтому. Сколько вы пробыли, так сказать, за лентой? Полгода. Полгода, да? Да. Вот за эти полгода насколько были моменты, когда было вам очень страшно? Даже, может быть, не за свою жизнь, а за жизнь своих боевых товарищей. Там, знаете, не то, что страшно, когда все сообща и все вместе делается, такого нету. Товарищество боевое. И все друг за друга стояли. Поэтому страха такого не было. Но морально тяжело переносили? Были моменты, когда товарищи по ранению погибшие были. А так особо я бы не сказал. Ни разу не пожалели о том, что подписали контракт и пошли в зону СВО? Нет, не жалел. Расскажите, что было у вас самого такого счастливого? По себе могу рассказать, когда нам гуманитарный груз привез из Алтайского края Чак-Чак, я вспомнил наш родной Башкортостан, и у меня даже слезы от счастья полились. Были моменты, да. У нас даже были на ротации, отдыхали. Наши башкирские артисты приезжали, да. Есть несколько мнений, да, что, казалось бы, там специальная военная операция, и нужны ли там вообще артисты? Вот ваше мнение какое? Нужны, поднимают боевое настроение, дух поднимают. И Морально разгрузиться. Морально, да. А письма от детей до вас доходили? Да, писем вообще много было, коробками. Нет, я, к сожалению, домой-то и не брал, но там у ребят осталось очень много. Мы знаем, что в блиндажах очень часто вешают письма, детские рисунки. У вас тоже такое было? Было. А расскажите, пожалуйста, в зоне СВО в чем именно заключалась ваша работа? Вы были пулеметчиком, старшим стрелком. Задачи разные были. Мы обычно стояли на первой линии и обороны, и штурмы были. Это в Угледаром. Зарим Зарифович, батальон Шаймуратова – это наш первый башкирский батальон в зоне СВО. И когда только туда бойцы уходили, было не совсем понятно, как держать связь. Да, смогут звонить, писать. Вам как удавалось связываться с родными, как часто? Именно в зоне боевых действий местами вообще связи никакой нет. Бывало, когда на ротацию выводят близ населенных пунктов, бывает связь, и приходил, получалось дозваниваться. А когда в зоне боевых действий, это какой период вы были без связи, то есть родные не знали, где вы, что вы? Бывало, до месяца доходило. А ночью сейчас часто снятся кошмары, может быть, какие-то? Да нет, наверное, уже не так. Не сколько кошмара, а сколько те лица, которые там были. Это воспоминания на всю жизнь. Связь поддерживаете? Потому что мы с вами разговаривали, что сейчас в краткосрочном отпуске находится комбат батальона Шаймуратова, и вы говорили, что он собирался ехать как раз к матери погибшего бойца. Да. То есть семьи поддерживаете? Да, у нас свое сообщество есть, именно те, которые по возрасту уволились, постоянно связь поддерживаем, стараемся созваниваться, друг друга не оставляем. Здесь, в тылу, наши родные, друзья, неравнодушные жители нашей республики переживают за наших бойцов и делают все возможное для нашей общей победы. Прямо сейчас предлагаем посмотреть обзор новостей по СВО, по городам и районам Башкортостана.
Спасибо всем ребятам с Учелинского района, которые пишут письма для нас. Письма получаем. Ваши слова поддержки, внимания и заботы о нас. Нас очень сильно радует и придает нам сил. Спасибо вам большое. Вот такой видеопривет получили школьники Учелинского района, которые отправили на передовую сотни писем со словами поддержки. Гуманитарные посылки в зону СВО продолжают формировать по всей республике. Так, в селе Ишболдино Янаульского района работу по плетению маскировочных сетей организовала главный библиотекарь Гульчичак Тимиршина. Активисты трудятся под началом волонтерского движения «Шьем для героев Янаул». Станок для плетения сделали своими силами. В Краснокамском районе к плетению маскировочных сетей присоединились жители села Илистанбетово. Они открыли волонтерский штаб, куда приглашают всех неравнодушных. Жители Караидельского района приняли участие в благотворительной акции «Подари бойцу тепло». Они изготовили окопные свечи, которые станут источником тепла и освещения для наших защитников. В Чешминском районе в школе номер 1 поселка Чешмы открыли уголок славы и парту героя в память о выпускниках, погибших во время специальной военной операции. Парту героя открыли и в Белорецкой гимназии номер 17. Ее посвятили погибшему офицеру воздушно-десантных войск, гвардии-капитану Максиму Рыбакову. За партой будут учиться школьники, отличившиеся в учебе, творчестве, спорте. В Микинском районе в знак благодарности землякам, участникам СВО, жители организовали флешмоб «Звезда героя». В Мелеузовском районе фермеры и руководители сельскохозяйственных предприятий вышли с инициативой создать фонд по сбору гумконвоя и средств для земляков-участников СВО. На встрече обсудили рабочие моменты. В Гафурийском районе волонтеры из Красноусольской школы номер 2 помогли вдове Героя России Андрея Мигунова Любови Мигуновой очистить придомовую территорию от снега. В Кугарчинском районе активисты движения первых из Мраковской первой школы помогли маме участника СВО. Ребята почистили снег во дворе и возле дома. В Иглинском районе 70 пылевых табуреток для участников СВО шили супруги Владимир и Земфира Малых из села Улу-Теляк. Из Бурзянского района в зону проведения специальной военной операции отправился очередной гуманитарный груз, в составе которого есть и мобильная баня. Уже вторая по счету, которую местные жители построили своими силами и отправили на передовую. В Благоварском районе на встрече с главой администрации участник СВО рассказал, как захватил немецкую самоходную машину. Трофей боец доставил в расположение части. В Бирском районе руководитель проекта «Швейный патриот» Регина Габидулина сообщила, что получила обратную связь от ребят с передовой, которые поблагодарили за поддержку. От роты РЭП 223-й бригады хотели бы выразить слова благодарности волонтерской группе «Швейный патриот» за организацию доставки гуманитарной помощи из города Бирск и Бирского района. Спасибо вам за пошитые флисовые кофточки, флисовые носки, агрегат питания, катушки, удлинители, за носки. Спасибо вам за вашу помощь. Победа будет за нами. Зарим Зарифович, только что мы посмотрели сюжет, как в городах и районах Башкортостана волонтеры готовят гуманитарный груз в зону СВО. Вот когда вы находились там, чего больше всего ждали в посылках? В посылках ждать как бы не ждали, потому что нам очень часто прислали, поэтому как бы... Вы были в достатке, да? Да, как бы проблем не было в этом. Вам очень повезло. Да. Но что касается обмундирования, снаряжения, вот этого всего Это тоже хватало? было на уровне, это благодаря благодарность главе республики. То, что как бы я считаю даже по сравнению с теми, с кем приходилось встречаться, наша форма всегда выглядела на высоте. Но вы с Радием Фаритовичем встречались, ведь он же ездил и на боевое слаживание батальона, и в зону СВО, или на эти моменты вы не попадали, были на другой локации? Нет, мы как раз, когда он приезжал, мы были прям на передке, но с ним встречался я как раз на параде в прошлом году. 9 мая? 9 мая. Вы были в составе коробки Шагали? Да. Здорово. Но он потом, после этого, он еще подошел отдельно к гвардейцам, с ним пообщался. Уже, вы там тоже были? Да. Зарим Зарифович, мы знаем, что один из самых сложных боев у вас был под Угледаром. И расскажите просто поподробнее, что же там произошло? Мы знаем, что вы там вытащили своего раненого товарища Салима. Мы заходили на штурм ночью.
Под утро уже, когда выходили из боя, я как раз увидел его. Он меня подозвал, затолкнул меня в укрытие. Там во дворе капитальный гараж был. И в этот момент прилетел минометный снаряд. И его порвал. Тяжелое ранение получил Салим? Да, да, очень. Куда было ранение? Ну, живот. То есть там несколько было Ну осколков, да, которые это попали? буквально, наверное, метр от него Угу. разрыв. Ну, в живот и в ногу, то есть вы оказали ему первую медицинскую помощь? Да, у таких снарядов есть, эффект, он сильно горячий, раскаленная сталь. И рана напряженная была. Угу. Поэтому крови много не было, но пришлось мотать и мотать. И, Но ведь Ну такое ранение могло стать смертельным, да, если бы вы рядом не оказались и Ну не да. оказали помощь. да. Каждый бы, наверное, так поступил, и я считаю, что это любой бы так сделал. Мы для этого там и нужны, чтобы спасать друг друга, поручать. Ну, вы говорили, когда Салиму оказывали уже медицинскую помощь, что тогда впервые узнали, как его зовут на самом деле, да? Потому что Салим – это позывной. Да, да. Это вот на самом деле вы все друг друга знаете по позывным и даже по имени не представлялись? Нет, очень близких, знаешь, а так в основном по позывным, да. А в зоне специальной военной операции вы пробыли до конца апреля 2023 года. Потом у вас было день рождения, вам исполнилось 50 лет, вы дослужили свой контракт до конца. Вот скажите нам, пожалуйста, в батальоне Шаймуратова какая, так сказать, граница по возрасту? Ну вот именно когда я увольнялся, было 50. Получается, вы свой юбилей встретили в зоне СВО. Да. Где это было, как это было? Ну, это было в Донецке, на окраине Донецка, прям в жилом доме, 9-этажка. Мы в подвале селились. Ну, как обычно. Ребят поздравили. Как поздравили? Что-то подарили? Там же подарки, наверное, своеобразные. Воспоминания. Да, как такового подарка. Ну, помню, там что-то сникерсы, шоколадки кто-то дарил. Общалась с одним из участников СВО, которому тоже исполнилось 50 лет, там на передовой. Вот он говорит, отварили картошку. Я говорю, ну а как поздравили, что подарили? Он говорит, ящик с гранатами. Ну, то есть, поэтому, может быть, у вас тоже было что-то такое? Да, ну, это не подарок, этого добра там очень понятно. много было. Ну, запомнили этот юбилей? Ну да, это не забудется. А не планируете подписать новый контракт и вернуться в зону специальной военной операции? Если очень понадобится, то, конечно, Ну, если Родина позовет, да, то пойду. обязательно. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Желаем вам удачи, успехов. Ну, что вам спасибо. Ну а с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем», о том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.